Казахстан – один из важнейших игроков мировой экономики. Сегодня республика входит в 50-ку крупнейших стран-экспортеров. В нашей географии продаж 100 государств мира. В ассортименте поставок 820 наименований отечественных товаров. Основная доля казахстанского экспорта приходится на сырьевые продукты – нефть, уран, пшеницу. Но в последнее время эта тенденция меняется. В Казахстане открываются новые перерабатывающие предприятия, и они выходят на мировой рынок уже с готовым товаром. О том, где и как выпускают продукцию под брендом «Сделано в Казахстане», вы узнаете в программе «На экспорт». В последнее время в Казахстане особую экспортную значимость приобретает Южно-Казахстанская область. А все потому, что здесь начали развивать кластерное производство. Именно такой формат предполагает выпуск готовой продукции для внутреннего и внешнего рынков. Только за первое полугодие 2017-го внешний торговый оборот региона составил 595 миллионов 200 тысяч долларов. 270 из них приходятся на экспорт. Основными торговыми партнерами Южно-Казахстанской области стали Россия, Узбекистан, Китай. Одним из тех, кто высоко взлетел в деле продовольственного экспорта, стало предприятие «Ордабасы-Кус». Это первая и пока единственная в республике птицефабрика, которая занимается производством мяса-индейки. Паспорт предприятия. ТО «Ордабасы-Кус». Производство индейки, колбасных изделий. Объем 10 тысяч тонн в год. Доля экспорта 40%. География продаж – Россия, Кыргызстан. Ордабасы-Кус – это предприятие с полным циклом производства. То есть здесь выращивают индейку, самостоятельно производят для нее корма, совершают убой птицы, переработку мяса и производят колбасные изделия. Всего около 30 наименований продукции. Широкий ассортимент требует внушительного объема производства индюшатины. И он есть. При ежегодной мощности 8 тысяч тонн мяса в 2016-м на предприятии произвели 10 тысяч тонн. Постоянно наращивать выпуск продукции стимулирует экспорт. После того, как Кыргызстан стал участником ЕАЭС, наладили поставки продукции в Бишкек, но все же большая часть индюшатины, а это 40% от объемов производства, уходит на экспорт в Россию. Казахстанская индюшка разлетается по магазинам Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска. В общем, наша птица высокого экспортного полета. И тому есть несколько причин. Во-первых, россияне, вслед за европейцами, увлеклись здоровым питанием. Мясо индейки соответствует гастрономическим требованиям. Оно содержит мало жира, а значит и холестерина. Зато много белка. Индюшатина гипоаллергена, а значит полезна и для детей. Весь комплекс «Ордабасы-Кус» оснащен современным оборудованием импортного производства стран Дании, Германии, Словакии. Технология производства израильской компании. Высокотехнологичные линии позволили организовать инновационное производство. Сегодня оно состоит из 6 объектов. Самый первый – инкубатор. Здесь в течение 28 дней, можно сказать, зреет конкурентоспособный продукт. Племенные яйца, которые доставляют самолетом из Канады, хранятся в специальных шкафах. Комфортную среду для будущих птенцов создает умная система. Здесь внедрена бельгийская система инкубирования. Она отслеживает комфортную температуру, а это 37 градусов по Цельсию, уровень углеводорода. Также каждый шкаф оснащен системой подогрева, охлаждения и переворачивания яиц. Ежедневно в инкубаторе на свет появляются более 25 тысяч индюшат. Вылупившихся малышей отправляют в зону подращивания. Здесь они проводят первые 37 дней своей жизни. Встать на ноги, опериться им помогает особый уход. Оптимальная температура 18-20 градусов в помещении, влажность 55-60%. Затем молодняк отправляют в зону доращивания. Там самок откармливают в течение 100 дней, самцов – 140 дней. Прежде чем птица пойдет на убой, ее вес должен достигнуть 18 килограммов. Набрать массу позволяет здоровое питание. Его разработка – тоже особая технология. Для каждой возрастной группы с учетом потребностей составлено свое меню. Все корма, а их 5 видов, наполовину состоят из отечественной пшеницы и кукурузы. В составе также есть кальций, который особенно важен для птицы, витамины и премиксы. Они хорошо влияют и на развитие самой птицы, и на качественные показатели мяса – вкус, сочность.
качестве питания уверены, потому что корм делают на собственном заводе. Ежедневно здесь выпускают до 80 тонн продукции. Она проходит систему консервации и термообработки, а это исключает вероятность попадания вредных бактерий и микроорганизмов. Вкусный злаковый микс и воду индюшкам подают в пневмокормушках. Таким образом, исключается контакт с человеком. Это один из важных критериев биобезопасности. Главное требование технологий нашего производства – это биобезопасность, то есть работает система изоляции птиц от человека и от остальных птиц, которые находятся в соседних боксах. Расстояние между нашими птичниками не менее 5 километров, то есть если птица вдруг заболеет на одном объекте, то индюшки на других зонах останутся здоровыми. Здоровые птицы – здоровое мясо. Ежедневно на забой поступает до 3500 голов птицы, а это 37 тонн мяса. В итоге за одну смену здесь производят до 5 тонн колбасных изделий. Все они высшего качества. В репертуаре лишь мясо, без ГМО, усилителей вкуса и консервантов. Сохранить качество изделий, которые предназначены для дальнего экспорта, позволяет особая технология упаковки. Ее постоянно совершенствуют. Сейчас мы заключаем контракты на приобретение новейшего современного оборудования по упаковке продукции в вакуумную и газомодифицированную упаковку. Планируем расширять производство. Будут дополнительно закуплены камеры шоковой заморозки, камеры охлаждения продукции. Все это позволит осилить индюшатине логистику нового экспорта. В его расширении казахстанские птицеводы уверены. Благодаря выходу на российский рынок, который во многом схож с европейским, наши производители изучили новые гастрономические тренды. Теперь, зная покупателя, его вкусы, они могут добиться взлета продаж и в дальнем зарубежье. Эти два предприятия – не единственные примеры успешного развития экспорта в регионе. Их здесь 30, и такая бизнес-активность объясняется поддержкой государства. Оказываем поддержку предприятиям, которые производят экспортоориентированную продукцию в части предоставления земельных участков и подведения к нему инфраструктуры соответствующей, такой как вода, электричество, дороги и остальное. А также компания, если будет производить продукцию и транспортировать на зарубежные страны, то транспорт и издержки тоже возмещаются со стороны государства. Такая поддержка позволяет всем экспортным стартапам перерасти в реальный бизнес, и он будет только расширяться. В ближайшие несколько лет в Южно-Казахстанской области запустятся еще 10 объектов, которые будут производить готовую продукцию для зарубежного покупателя.